Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Советы, подсказки, наставления от высших сил на год. Что посоветуют, что порекомендуют, на что обратят внимание, ваше внимание. Если тема интересна, присоединяйтесь, загадайте на себя и давайте вместе посмотрим. Я убираю Назар, прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, интересно. У вас год очень необычный идет, очень необычный. И в какие-то моменты вы особо остро будете нуждаться в помощи, в поддержке, в подсказках, в каком-то содействии. Есть моменты, когда вы откровенно боитесь. Боитесь и такую реакцию показываете, как закрыться, ничего не делать, и переждать. Вот кто этим страдает? Кто идет на поводу своих страхов? Здесь высшие настоятельно рекомендуют от этой привычки избавляться. Смотрите, это позиция страуса, да? Вижу опасность, голову в песок, как-нибудь оно там мимо пролетит, да, пройдет, меня не заметит. Это очень плохо. Потому что вы теряете какие-то возможности, теряете, какие-то шансы теряете, какие-то перспективы вам становятся недоступны в такой позиции. Вам нужно заняться этим вопросом уже сейчас. Уже сейчас нужно это все прорабатывать и, закалять себя, перевоспитывать. Да? Надо это делать. Бояться нельзя. У вас очень много ярких событий идет, невероятно много. И много шансов идет. Но они все в левой стороне. То есть левая сторона — это сторона неожиданная. И это сторона, когда нужно идти и брать. Да? Не как вправо, и вправо человек просто сидит, руки так расставил, ему в руки дают. А левая нет. Надо идти вот самой хватать, отщипывать, откусывать, да, себе брать. Вот. Поэтому, мои хорошие, развивайте в себе бойцовский дух. Вы же сильный человек. Но чего бояться? Жить? Чего вы боитесь? Честно себя спросите, чего вы боитесь? Так будете сидеть и смотреть, как жизнь мимо вас проходит. А вы все сидите. Вот этого делать ни в коем случае нельзя. У кого-то, кстати, либо ребенок такой, либо, может быть, даже ваш партнер, который боится и упускает шансы, упускает возможности. Как, знаете, тратит свое драгоценное время впустую. И ваше, кстати, тоже. Вот, чтобы вы понимали. Если надо этого человечка пнуть, так вы не стесняйтесь. Пинайте. Он потом вам спасибо скажет за то, что вы вовремя пнули. Если идет шанс, ваш партнер, например, говорит: ой, нет, боюсь, не пойду, так идите сами берите. Почему нет? Посмотрит он на вас, что вы со своим шансом вернулись, счастливая, довольная. Вот, и сам побежит. Да. Примером показывайте. Смотрите, нельзя сидеть на попе ровно. Ни в коем случае. В этом году нет. Здесь у меня человеку будет дано, если не все, но практически все, о чем вы просили, в чем вы нуждались. Но на одном условии: если вы сами встаете, идете и, как говорится, берете. Подношений я не вижу, к сожалению, я не вижу подношений. Я вижу, что вы должны встать, пойти, забрать. Вот. Выполняете вы это условие?
Так у вас все классно, у вас все замечательно, вы просто в шоколаде купаетесь, кувыркаетесь. А если сидите дома и ждете, что вот оно счастье само в дверной замок, этот звонок позвонит, да, либо в дверь постучится, нет, такого не будет. Абсолютно не будет. Все в ваших руках. Вообще такое впечатление, что вам именно на этот год высшие, ну вот такая кладовая, представьте, да, образ, кладовая со всякими благами. И там все так навалено, скупчено, да. И перед вами высшие, значит, открывают дверь и говорят: ну иди, ищи, выбирай, забирай. Вот. А вы стоите и так думаете: о, страшно, о, как мне страшно. Вот. И шанс теряете, и ничего не делаете, и ничего не получаете. Я верю, мои хорошие, что вы на эту отсыпочку не зря пришли. Возможно, вы и сами раньше догадывались, что нужно все-таки поактивнее быть в жизни. Вот. Сейчас вам выше через меня подсказывают, и я думаю, что вы примете это все к сведению. По крайней мере, это отложится где-нибудь там на подкорочке. И в нужный момент вы вспомните мои слова. И не упустите ни единого шанса, ни единой возможности, которые будут вам посланы. Так, идем дальше. Вас тут очень так прям резко предупреждают относительно какого-то мужчины. Мужчина, ну такой. Либо он много говорит о себе, ну типа, смотри, я крутой, у меня там все везде схвачено, там все подвязано, я со всеми на короткой ноге, там мне все пояс кланяются. Такой, знаете, аки-барин. Вот, врет, очень врет. Но у кого-то отыграется любовная тема, у кого-то работа, бизнес. Человек абсолютно пустой, похож на воздушный шар, наполненный, ну, даже не гелием, потому что гелий это как газ, да, это просто воздух, пустой воздух. Вот, будьте поаккуратнее, может наобещать целые горы, а по итогу окажется, что как пух и прах, да, ничего там и нету. Человек абсолютно не стесняется своего вранья. Человек, ну, даже какой-то наглостью обладает, да, вот прям, говорит: ты что, мне не веришь? Да, сейчас я тебе покажу, да. А как дело доходит до представления его возможностей, оказывается, что я передумал, да, я не хочу, я сегодня не могу. Голова болит, да, погода не та, хвост ломит. Такой человек. Девочки, у кого-то такой в любви. То есть вы этого человека все ждете, все надеетесь, а он вам все говорит: все. Сегодня не получается, а вот завтра утром мы с тобой идем в ЗАГС. Да? Подаем документы, и мы с тобой вместе. И так вы этого ЗАГСа уже ждете, ну, кто-то несколько месяцев, а кто-то из вас несколько лет. Ну, печальная история, очень печальная. Так, и ни в коем случае не давайте мужчине деньги, свои деньги не давайте. Что бы он там ни просил, на что бы он там ни ссылался, какие бы там клятвы, устные, письменные, там, не выписывал вам, что вот я там верну, и 5-10, не давайте. Во-первых, это неприлично, когда мужчина у женщины берет деньги. Во-вторых, зачем он у вас деньги просит? Зачем? Вы что, богачка? Вы что, миллиардерша? Это он, как мужчина, должен вас деньгами обеспечивать, а не наоборот. Девочки, то, что вы ему деньги дадите, может, ну, либо оказаться аферой, и с деньгами вы попрощаетесь, либо у кого-то отыграются, что эти деньги станут, ну, камнем преткновения в ваших отношениях. Понимаете, вы будете на этой почве постоянно, ну, ругаться, бодаться, и ему будет неудобно, ну и вам, конечно же, тревожно, вернутся вам деньги или нет. Поэтому лучше вообще не давайте. Не давайте, придумайте себе что-нибудь и не давайте. Да, так будет лучше. Так, еще момент. Мне не очень нравится, что происходит с вашим здоровьем, если честно. Мне не нравится, что вы постоянно вот болеете, что такое. Либо вы не до конца пролечиваетесь, либо вы собой не занимаетесь,
Либо, ну, это какой-то механизм даже запущен у вас в организме, как быстрого расходования, да, самоуничтожения, не дай бог. Но у кого-то есть причина, да, человек в каком-то состоянии ступора, тревоги, я бы даже сказала, отчаяния. Вот кушать не хочется, либо там алкоголя хочется, либо вы себе сами вот как наказание какое-то придумали, чем-то себя морите. Кто-то, кстати, диетами себя зачем-то морит. Вы знаете, это очень плохо, очень плохо. Какие-то могут процессы начаться, ну, не могу сказать, что необратимые, но что-то похожее на это. То есть вы собственноручно имеете все возможности и все шансы подорвать свое здоровье. Довести себя до какого-то состояния ужасного, а потом для того, чтобы вылечиться, вам потребуется и очень много времени, и очень много усилий, и очень много денег. Вот. Это общая отсыпка, общая. Я никого не ругаю, я никого не критикую. Я просто передаю то, что вижу. Поэтому, мои милые, обращайте внимание на свое состояние, будь то физическое, будь то душевное. И, конечно же, занимайтесь собой. Не запускайте ни болячки, ни всякие там психологические моменты. Этого ни в коем случае делать нельзя. Ни в коем случае. Ваша жизнь — это дар. Вам выше ее дали для того, чтобы вы прожили эту жизнь счастливым человеком. Либо постарались добиться своего счастья. Но зачем же вы так себя расходуете? Это очень плохо, это очень неправильно. Кстати, кто-то у меня здесь батрачит. Вот прям батрачит. Я не могу сказать по-другому. Но вот есть выражение, да, от работы лошади дохнут. Но вы в данном случае как чувствуете себя бессмертным пони, да? Знаете, что противно? Противно, что вы ведь ничего не получаете. Вы получаете какие-то крохи, слезы вы получаете. За такую работу положено платить, а вам не платят. И здесь очень похоже на какой-то сговор, либо вот использование вас. Использование. То ли вы своих прав не знаете, то ли вы думаете, что вам деваться некуда. Это какая-то ошибочная, деструктивная позиция. Кто тяжело и много работает, получает при этом, ну ничего, пшик получает. Послушайте, если вы и дальше так будете продолжать, вот эти ваши работодатели, они в край обнаглеют, и может даже дойти до того, что вы будете работать за еду. Ну вот серьезно. Поизучайте свои права. Поверьте, даже на самого там ушлого работодателя есть буква закона, которая может очень больно ударить, придавить и сделать свое дело. Да? Вот. Этим нужно вопросом заниматься. А вообще я вижу, что вам кто-то что-то будет предлагать, но там либо переезжать куда-то надо, либо куда-то ездить надо будет. Вот. Вы, пожалуйста, соглашайтесь и уходите вы из того проклятого места. Там ничего хорошего не будет. Абсолютно не будет. Новое, надо новое. Вот какое бы оно ни было, это новое, идите на новое. Здесь только ухудшения будут идти. Так, дальше, мои хорошие. У меня здесь явно кто-то с шарлатанами путается, либо спутается. Здесь вот человек как будто бы сеть пытается на вас все время накинуть. Но эта сеть, это вот обман, то, что вот на словах идет, да, то, что нельзя проверить. Почему-то вы хотите в это верить, либо это для вас как последняя надежда. Вы хватаетесь и думаете: о, ну вот в этот раз точно сработает, точно мне помогут. Я не могу сказать, с чем это связано, но я вижу, что вам будут говорить много всяких слов, таких страшных, да, как запугивание идет вас. И вы вот прям как погружаетесь в этот мрак, как бы ваши страхи вас заставляют с этим человеком общаться. Здесь идет какое-то систематическое выдуривание у вас определенных сумм денег. То есть, да, человек не сразу у вас забирает, а потихонечку. Там сегодня, завтра, послезавтра. И так на протяжении долгого периода времени.
И вас держат страхом. То есть вас запугали, говорят, вот если не будешь ко мне ходить, да, либо не будешь со мной там общаться, работать, да, все будет очень плохо. Вот так идет. Но это шарлатанство чистой воды. И остерегайтесь таких моментов. Когда вы чувствуете, понимаете, что вас начинают запугивать, привязывать к себе, просто разворачивайтесь и бегите. А лучше идите в полицию. Вот это будет правильно. Так, еще момент. Детям нужна свобода. Кто у меня тут бдительный? Мамочка, папочка, кто прям за детьми следит, контролит, страшает своих детей? Кто этим занимается? Ну-ка, признавайтесь. Я вижу, что ваши порывы, они от любви, потому что вы любите своих детей, вы хотите их защищать от негатива, который вот он в мире везде, да, и информация, это всякие эти интернеты, дурные компании, всякие запрещенные там штучки-дрючки, и вы хотите защитить своего ребенка. Но вы вот этой гиперопекой, защитой, вы душите вашего ребенка. И идет обратная реакция, ну, абсолютно обратная. Вы и ссориться начинаете. В доме нет любви, в доме нет гармонии. Смотрите, ребенка не нужно воспитывать. Ребенка нужно любить, и с ребенком нужно дружить. Я знаю, я уже прям чувствую, сейчас будет куча гневных комментариев, да как же так, вот нас там воспитывали, пароли и прочее, нормальными людьми выросли. А вот представьте, если бы ваши родители вас не били, а с вами дружили, общались бы и обсуждали все на свете. А кем бы вы тогда выросли? Кем бы вы сейчас были? Как бы вы жили? Какое бы было ваше психологическое здоровье? Вот спросите себя и честно постарайтесь ответить. Мне отвечать не надо, себе ответьте. Вот. Попробуйте немножечко, ну вот хотя бы так по сантиметрику давать своему ребенку больше свободы и общаться, все это обсуждать, все можно обсуждать, легко запретить. А вы попробуйте обсудить, выслушать точку зрения вашего ребенка. Вот как он это видит. Может он просто ошибается, да? А вы ему объясните, что это вот плохо. Ребенок сказал, все, я верю, мам, пап, я верю, как бы все, мне это не интересует. Попробуйте. Вот здесь нужно больше общаться и больше доверия, и больше свободы надо давать детям. Дети вырастут открытыми, дружелюбными и в первую очередь к вам. Понимаете? Вот это надо. Они вас любят, конечно, и так они вас будут любить, это бесспорно. Но качество отношений и будущее ваших детей формируется именно сейчас, вот в моменте вот этого прессинга, который вы на детей оказываете. Так, обратная ситуация. У кого с родителями проблемы? С родителями какое-то тоже воспитание, вы уже взрослый человек, вас все равно воспитывают, там, критикуют кого-то, прям вижу. И вы думаете, что ваши родители вас не любят. Думаете, нелюбимая я дочь, да, либо нелюбимый я сын. Вот, вы тоже ошибаетесь. Ваша мамочка, либо ваш папочка, они просто по-другому не умеют, не знают. Им никто в свое время не рассказывал, не подсказывал. Поэтому не обижайтесь, не пытайтесь фыркать, быркать, доказывать свою правоту. Вы можете с ними соглашаться, но делать по-своему. Да? Можете. А потом примером показывать. Вот я сделала, как хотела. Видишь, какой хороший результат. И ваши родители будут с вами соглашаться, и конфликты ваши прекратятся. А когда вас начинают критиковать, вы же тоже как бы в ответочку даете, и все, слово за слово, и полетели клочья. Вот это неправильно. Не должно быть конфликтов в семье среди близких людей. Этот вопрос надо решить, мои милые, полюбовно. Вы можете, я это вижу. Так, еще важный момент. Взаимоотношения между мужчиной и женщиной. Но это как пара, но почему-то у вас не получается сойтись, договориться, может быть, перевести ваши отношения на какой-то другой уровень. Женщина прям нервничает, очень нервничает. А мужчина вообще какой-то, как слон, толстокожий, как будто бы его ничего не берет. Но он явно в ваших глазах никуда не спешит. Послушайте, здесь причина, она вот на поверхности лежит. Этот мужчина, он слишком педантичный, наверное.
Вот у него какой-то есть план на жизнь, у него какие-то свои представления. Вот это то, что вас в нем восхищает. Вот, кстати, да, то, что вас в нем восхищает, мешает вашим отношениям. Знаете, он все время что-то как будто бы подсчитывает, рассчитывает, там, итоги какие-то подводит, наводит. У него математика не сходится. Вот смогу ли я обеспечивать семью, смогу ли я там, достойный образ жизни предоставить моей семье, моей жене. А если дети пойдут? Господи, где деньги брать? Вот, у него там большой страх, очень большой страх. Я понимаю, что вы не ждете от него полного обеспечения. Здесь даже есть такие женщины, которые и сама кого хочешь обеспечат. Но, девочки, надо это все проговаривать. Надо все проговаривать, обговаривать и его немножечко выводить из этого сумрака, объясняя, что нет таких людей, которые вот прям заработал себе там миллион, пошел жену нашел, женился и живет на этот миллион. Нет, люди это все делают в процессе. Просчитать полностью все там необходимые затраты это невозможно, просто невозможно. Я вижу, что вы ему не высказываете то, что у вас на сердце, а он, в свою очередь, не высказывает то, что у него на уме. Вот. От этого идут проблемы. Он очень вас любит, очень вами дорожит на самом-то деле. И он считает, что он делает благо, да, то есть говорит, я не могу обеспечить, поэтому я не предлагаю замуж. А на самом деле, да, он вас этим разочаровывает, и вы думаете, не предлагаешь замуж, значит, ты меня не любишь, не хочешь. Вот, здесь нужно говорить. Не нервничать, не вызывать его ревность, не наказывать его чем-то, а именно проговаривать. Проговаривать надо. Так, и да, ревность. Кто пытается вызвать ревность мужчины, девочки, ой, как вы неправы. Этого делать ни в коем случае нельзя. Смотрите, не для всех, для кого-то персонально. Но девочка уже и так пыталась, и сяк пыталась провоцировать мужчину на какие-то конкретные действия. Но не получается. Кто-то посоветовал спровоцировать на ревность. Что типа, смотри, он там заревнует, подумает, что тебя теряет, поймет, что тебя теряет, и начнет действовать. Вы знаете, будет обратный эффект. Мужчина не будет ревновать в плане устраивать сцен ревности. Он может сказать, если ты любишь другого, то, извините, я подвинусь, да, а лучше я уйду и не буду мешать вашему счастью. Вот. Нехорошая ситуация. Тот мужчина, он не такой. Он очень скромный в этом плане. И для него ваше счастье, оно прям, как заветная мечта. То есть он может сам себя обвинить в том, что он мешает, и просто уйти. И вы потеряете этого мужчину. Ни в коем случае не заставляйте его ревновать. Ни в коем случае не показывайте, что у вас есть другие отношения. Кстати, у меня здесь есть девочка, у кого есть любовник. То есть у вас есть семья и есть любовник. Я вижу, что муж, конечно, объелся груш, но вы же с ним живете, то есть есть что-то хорошее между вами. Вы чего-то, не то чтобы не замечаете, упускаете из вида, вот так правильно сказать. Вы что-то упускаете из вида. На самом деле ваш муж хороший, и на самом деле вы его тоже любите. То, что у вас там страсти поутухли, так это образ жизни такой, понимаете, образ жизни. Вот. Плюс еще и вы тоже в какой-то момент немножечко там себя строптиво повели. Любовник — это, конечно, прекрасно, для здоровья прям самое оно, но ваш любовник никогда не сможет сравняться с вашим мужем в плане заботы, в плане порядочности. Не делайте скоропалительных выводов и не рушьте свою семью. Либо прежде чем определиться окончательно, с кем вы хотите быть, с любовником, либо с мужем, прям взвесьте все, просчитайте и взвесьте все. Потому что я вижу, что есть момент, когда непоправимая ситуация, и вы очень жалеете об этом. Очень. Так муж вроде тихий, спокойный, но если он узнает, что вы ему изменяли, то он может превратиться даже и в достаточно жесткого человека. Вот. В этом плане нужно быть поаккуратней. И плюс я вижу, что вы можете потерять очень много, если вы уйдете от мужа. Так, еще момент. Здесь похоже на попытки
самостоятельной какой-то работы, либо собственный бизнес, либо уже существующий, либо вы хотели бы открыть какой-то бизнес. Тут как и хочется, и страшно, либо пробовали, и не очень что-то получается. Ну, на вас тут какой-то негативчик есть. Вот очень похоже на сглаз. Сглаз, либо даже какой-то закрытый финансовый канал у вас идет. У кого-то прям так отыграется. Закрытый финансовый канал. Вы знаете, в данном конкретном случае лучше либо обратиться к специалисту, либо самостоятельно, возможно, какие-то чистки поделать. Но, по крайней мере, вы посмотрите, да, вы дома поделаете какие-то чистки, там, на свече, на соли, ну, доступные, да, самые простенькие, и сразу присматривайтесь, да, как результат. Вот идут какие-то изменения или нет. Вот, вы поймете. Для тех, кто сомневается, делать и не делать, вам будет знак. Этот знак будет в плане какого-то закона, каких-то изменений, либо, в принципе, вы можете встретить умного человека, который в этом разбирается, который вот прямо скажет: ох, а что ты переживаешь, а я тебе помогу, да, я тебе все расскажу, покажу, и вместе будем что-то делать. Вот, вам будет такой знак. Проверяйте новости, там, финансовые или какие они там новости, законы проверяйте, потому что здесь какие-то хорошие изменения будут. Вот, причем совсем скоро это произойдет. И для вас вот сигнал: давай, открывай, начинай, работай. Так, для тех, кто давно работает, занимается своим делом, бизнесом. У вас дела не очень, потому что нужно апгрейд проводить. Нужно немножечко в ногу со временем идти. А лучше опережать, конечно, время. Смотрите, вы слишком ушли с головой в работу, вот именно эту механику работы. Вы за новостями не следите, за трендами не следите. И ну, как бы и некогда, да, я вижу, что устаете очень сильно. Возьмите себе, я не знаю, отпуск возьмите себе, да, вот пару дней посидите в интернете, да поковыряйтесь, что сейчас люди любят, носят, чем интересуются, в каком направлении дышат. Вот вы найдете, вы найдете. Здесь нужен какой-то вот ремонтик вашего бизнеса, но не капитальный, а косметический, понимаете? Может быть, что-то там перекрасить, переназвать, какую-то дополнительную там услугу ввести. Вот, и пойдет. Пойдет, вы опять начнете набирать обороты. Причем очень даже неплохие. Да, как застой. Застой у вас произошел. Так, еще момент. Момент связан. Но тут как переезд. Отъезд, переезд. Мне все время вот в отсыпках идут отъезды, переезды. То ли половина моих зрителей постоянно туда-сюда двигается, либо действительно в ближайшее время будут богаты на всякие поездки. Смотрите, ехать хорошо, а вот возвращаться нужно очень аккуратно. Если для вас это будет первый раз, и вы будете действительно куда-то ехать, уезжать, переезжать, ну вот как на новое место, здесь бояться не надо, здесь просто нужно собирать вещи и как бы отправляться в путь. Если вы будете возвращаться, ну не знаю, домой возвращаться, там, да, какие-то прошлые места жительства, то здесь нужно быть очень аккуратным. Смотрите, за вами стоит ангел. И этот ангел будет, ну, скажем так, достаточно жестко это все отслеживать. Если вы, ну, например, очень хотите куда-то вернуться и вас не пускают, да, могут не пускать как и изначально, так и уже по факту, там, по наличию билета. Да, вы купили билет, а что-то произошло, вы не едете. Например, человек заболел, отменили рейс, там еще что-то произошло. Не настаивайте. Не настаивайте, а лучше ждите. Какие-то моменты сложности вот с возвращением. То есть вас раньше положенного времени как будто бы назад не пустят. Вот так мне идет. Вы не должны расстраиваться, вы не должны обижаться, а наоборот должны с благодарностью принимать эту ситуацию. Так. Ух ты, случайно я вам сердце сделала. 2 ступеньки у вас тут вышли. И очень сильная руна. Руна движения. 2 ступеньки. Запомните, пожалуйста, кто у меня будет
передвигаться быстро, скоро и перепрыгивать через 2 ступеньки, у того все получится. Перед тем будут открыты все двери, и тому будет благоволить высшая сила, и сама госпожа удача будет ходить за вами по пятам. Поэтому, мои хорошие, вперед и только вперед. Застою нет, 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 нет. Движение. Вот наше все это движение. Будь то здоровье, будь то возможности, будь то работа, будь то учеба. Только лишь движение. И тогда, мои милые, вот вам все откроется. Все будет просто чудесно. Так, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.